Юрий Борисович, здравствуйте. Добрый день. Сейчас многие из-за коронавируса работают дома, сидят дома, а глобальные корпорации предлагают людям различные онлайн-сервисы для удобства и удаленной деятельности. Какие онлайн-сервисы Сбербанк предлагает гражданам, находящимся на удаленке? Действительно, тема удаленных сервисов выходит сейчас на первый план, и многие компании либо уже перешли на удаленные сервисы, либо задумываются об этом. И я бы хотел немножко поделиться опытом Сбербанка, как мы это сделали. То есть мы еще несколько недель назад разделили нашу команду на две части. То есть первая часть — это та, кто может работать удаленно, не приходя в офис, и та часть команды, которая не может работать удаленно. Или, допустим, юристы или кредитчики, которых мы не можем на удаленную работу перевести, мы разделили эти команды по разным помещениям, тем самым снизив риск заражения. И я хотел бы обратиться к предпринимателям и компаниям и посоветовать им. У Сбербанка есть прекрасный сервис компании Сберрешения, который на текущий момент бесплатно консультирует всех по вопросам организации удаленных рабочих мест. Рекомендую. Ну и если переходить к вашему вопросу об удаленных сервисах, давайте начнем с населения. И здесь, наверное, самым таким прекрасным проявлением удаленного сервиса Сбербанка является Сбербанк онлайн, СБОЛ. Наверное, у большинства людей эта программа стоит на мобильном телефоне. И я думаю, что многие уже знакомы с тем, что через СБОЛ можно выполнять практически все операции, которые нужны людям в финансовой части, не приходя в банк. То есть можно открывать, закрывать вклады, конвертировать валюту, делать обмен валют на вклады. Можно получить кредит за 2 минуты, потребительский кредит. Также можно оформить и ипотечный кредит через наши сервисы. Можно делать, конечно же, переводы. И я думаю, что большая часть населения уже знает, как перевести деньги. И, естественно, платежный сервис. Платежный сервис, очень мощный сервис Сбербанка. Платежи через автоплатежи настроенные, либо через QR-код считывать с телефона. Кроме того, если вы, допустим, заказали карту, но еще не получили ее, через Сбербанк онлайн можно прикрепить эту карту к своему телефону и в течение 2 месяцев рассчитываться этой картой в интернете и в магазинах. Еще один нюанс. Если вы хотите выпустить карту, но вы не можете выходить из дома, вы можете выпустить себе виртуальную карту в течение 3 минут, прикрепить ее к своему счету и расплачиваться в интернете, делать все покупки в интернете, то есть уже через 3 минуты. Есть ли у Сбербанка онлайн-сервисы, решающие повседневные потребности людей, например, онлайн-магазины, служба доставки? Какие еще дистанционные сервисы будут интересны клиентам Сбербанка? У Сбербанка, в экосистеме Сбербанка уже больше 120 различных удаленных сервисов. Я сегодня немногих из них коснусь, но, наверное, такие, которые наиболее актуальны на текущий момент для людей. Первая тема – это покупки через интернет. Есть площадка, интернет-магазин Беру, где можно приобрести, выбрать, заказать и осуществить доставку практически любых товаров, от продовольствия, продуктовых товаров до бытовой техники и так далее, и так далее. Вот всем рекомендую посмотреть Marketplace Беру, поставить приложение на свой либо смартфон, либо планшет и посмотреть. Там могут быть очень неожиданные товары, которые встречаются только за границей. Ну и, конечно же, доставка готовой еды из ресторанов и кафе. Так называемый сервис Delivery Club. Тоже устанавливайте приложение на свои смартфоны и заказывайте еду из любимых ресторанов. Delivery Club организует доставку еды до квартиры. Кроме того, для новых заказчиков Delivery Club существует скидка 30%.
Есть еще очень востребованный сервис на текущий момент – это доставка еды из супермаркетов. Мы ожидаем, что в ближайшее время такой сервис под названием Сбермаркет появится для жителей Ижевска. А оформить ипотеку в режиме онлайн с помощью сервиса Сбербанка тоже можно? Да, конечно. У Сбербанка есть сервис, называется Дом Клик, где любой человек может выбрать понравившийся объект недвижимости, посмотреть его на фотографиях, посмотреть, ознакомиться с документами и подать заявку на получение ипотечного кредита. По поводу бизнеса. Какие удаленные сервисы Сбербанк предлагает бизнесменам? Ну, начну, пожалуй, с сервиса Сберрешения. Есть такая компания в экосистеме Сбербанка. Она предлагает на текущий момент бесплатную консультационную горячую линию для всех предпринимателей и компаний, которые хотят организовать удаленные рабочие места. Очень рекомендую воспользоваться. Будет исчерпывающая консультация по технологическим, кадровым, юридическим и другим вопросам, которые могут сейчас задавать себе предприниматели. Информация о горячей линии представлена на сайте sbersolutions.ru. У нас есть платформа Сбербанк Бизнес Онлайн, приложение, которое знакомо, собственно, всем предпринимателям, предприятиям. Она позволяет делать всевозможные переводы компаниям, оплачивать налоги, получать и заказывать кредиты, заказывать электронную подпись, отправлять и получать документы различных типов. Кроме того, система Сбербанк Бизнес Онлайн способна предоставлять данные о контрагентах, об их надежности, лицензии, наличии дел в арбитражном производстве и так далее, и так далее. Благодаря опции управления организацией пользователь может удаленно внести любые изменения в свои уставные документы. Кроме того, текущая ситуация с вирусом, она наложила отпечаток на способы расчетов населения. Мы видим, что люди начинают меньше платить наличными, потому что наличные – это грязь, это риск заразиться. И люди больше платят картой, телефоном, а еще больше люди платят в онлайне, в интернете. И поэтому для компаний, предприятий становится очень актуальным заведение своего платежного сервиса в интернете. И Сбербанк готов это предоставить, готов в кратчайшие сроки организовать интернет-магазин и с расчетами, с возможностью расчетов в интернете. Что касается кибербезопасности, поможет ли как-либо Сбербанк компаниям, работающим удаленно, сохранить необходимый уровень защиты? Да, конечно. У Сбербанка есть дочерняя компания, называется B-Zone. И эта компания с 18 марта и до 1 июля открыла бесплатный сервис доступ к своим сервисам кибербезопасности. С помощью их сервисов можно просканировать свой IT-периметр, найти уязвимые зоны, автоматически отконтролировать сетевые порты, приложения и так далее. То есть, в принципе, можно воспользоваться этим сервисом на текущий момент бесплатно, чтобы проанализировать на взломоустойчивость, на кибербезопасность свой бизнес. Юрий Борисович, сейчас многим нечем заняться дома. Есть ли у Сбербанка какие-либо развлекательные и познавательные онлайн-сервисы, предназначенные гражданам? Абсолютно точно. Как раз для длительных нерабочих дней, которые сейчас как раз для людей наступили, у Сбербанка есть хорошее предложение. Это предложение называется ОККО. Это интернет-кинотеатр. 25 тысяч фильмов зарубежных и отечественных есть на этой площадке в прекрасном качестве. Я хочу сказать, что на текущий момент существует очень хорошее предложение для всех людей, когда за 1 рубль можно приобрести подписку на 30 дней и смотреть фильмы, смотреть публицистические и научные
научно-популярные ролики, TED и так далее. И в целом получать удовольствие, получать новые знания, получать новые навыки. Сбербанк совместно с сервисом ОККО совсем недавно запустил сервис «Искусство онлайн». Это специальный проект. Не секрет, что театры, музеи прекратили сейчас свои выставки и спектакли. И через ОККО можно посмотреть премьеры, можно посмотреть спектакли. Совсем недавно прошли в ОККО концерты Би-2, Гарика Сукачева. И 3 апреля будет концерт группы «Сплин». Рекомендую посмотреть. Самоизоляция и карантин – это, на мой взгляд, отличный повод, чтобы получить необходимые недостающие знания, подтянуть какие-то свои навыки, узнать что-то новое. И в этой части у Сбербанка есть прекрасное предложение для людей. Это виртуальная школа Сбербанка, в которой собрано большое количество научных статей, образовательных программ, коротких роликов для тренировки своих навыков, а также видеозаписи выступлений известных научных деятелей и профессоров как российской школы, так и зарубежной школы. Из-за коронавируса в настоящее время актуальна тема здоровья. Есть ли у Сбербанка медицинские сервисы, сервисы здоровья, где пользователи смогут удаленно проконсультироваться с медицинским специалистом? Да, конечно. Начиная с 23 марта любой гражданин России может получить бесплатно консультационную помощь от квалифицированных врачей через телемедицину DocDoc, которая входит в экосистему Сбербанка. Очень сейчас своевременно, потому что людям не нужно ходить по поликлиникам и больницам, проверяя свои возможные симптомы, и тем самым подвергаясь дополнительному риску заражения, а можно воспользоваться хорошим сервисом DocDoc. Ну и в целом, если говорить об удаленных сервисах, то они позволяют просто нормально работать компаниям, нормально и полноценно жить людям. Они помогают нам справляться с этими трудностями, которые возникли вот на текущий момент. Я желаю всем пользоваться удаленными сервисами, желаю всем здоровья,